В день празднования образования ингушской государственности площадь Алания в Магасе превратилась в яркий центр народного творчества. Фестиваль «Край мастеров» собрал более 40 ингушских умельцев, представивших свои уникальные работы от традиционных ковров до современных интерпретаций народного искусства. Но это не просто праздник ингушского мастерства. Фестиваль стал настоящим мостом дружбы и культурного обмена. Здравствуйте. Мы к вам специально подошли, приехали, то есть от полномочия Советского Белоева Кусена, чтобы уделить вам внимание, чтобы запечатлеть такой для вас и для нас важный день. Особые гости фестиваля – делегация из Грузии, приехавшая с богатой коллекцией национальных ремесел. 7 палаток, удивляющих вышивкой, ювелирными и керамическими изделиями и другими произведениями грузинского народного искусства. Настоящее украшение фестиваля. Теплая встреча гостей подчеркнула дружеские отношения между двумя народами. დაგელოდებით, იმიტომ რომ აქ ჩვენ დაგვხვდა უცხოური სიყვარული, სითბო და ყურადღება. И в ближайшем будущем надеемся и вас пригласить к нам в Грузию на фестиваль, потому что мы были удивлены вашим гостеприимством, любовью, заботой и вниманием. Помимо выставки, гости и жители Магаса могут принять участие в увлекательных мастер-классах. Один из самых популярных по рисованию. Секретами своего мастерства с большим энтузиазмом делится опытная художница. Дети и взрослые с удовольствием создают свои первые шедевры, впитывая знания и вдохновение. Теперь послушайте, смотрите. Мы с вами берем сейчас белую краску. Можно отсюда брать, можно отсюда. Сейчас, чтобы меньше жидкости. Прям кашицу берем отсюда и размазываем по всему листу. А чуть дальше расположился уголок Мадины Мартазановой, мастер мыльного рукоделия. Представляет поистине уникальные работы. Она создает мыло в форме национальных орнаментов, использует цвета ингушского флага и изображая разнообразные узоры. Ее продукция – это не просто средство гигиены, а настоящее произведение искусства, передающее богатство и красоту ингушской культуры. Это мыло, я сюда добавляю готовое мыло снова, красители, и добавляю сюда ароматы, французские ароматы. А вот на производство такого мыла много времени у вас занимает? Да, мыло с орнаментом, полдня. Чтобы сделать такое мыло, залить каждый слой, надо по день заливать. Посетители фестиваля в восторге, отмечают высокое качество работ мастеров и незабываемую атмосферу праздника. Мне нравятся такие мероприятия, я люблю творить. Полностью восторг, удивление, потому что настолько организованная сплоченность, единение и плюс еще разнообразие, что в живописи, что в культуре. Для себя новое, попробовал различные техники изобразительного искусства, получается, и различные ремеслевые изделия. Проведение фестиваля «Край мастеров» в рамках празднования Дня образования ингушской государственности не случайно. Это событие подчеркивает важность сохранения и развития народных промыслов, которые передаются из поколения в поколение. От отцов к сыновьям, от бабушек к внучкам. Цель главная наша, чтобы приобщить жителей к культуре, к творчеству, науке, чтобы и мастера могли выставиться, показать свои уникальные новые работы друг с другом, чтобы они смогли познакомиться. И, конечно же, изюминка нашей программы – это то, что мы все 40 мастеров проводят мастер-классы, по которым каждый желающий бесплатно сможет не только что-то попробовать сделать совместно с мастером, но и поговорить, узнать какие-то секреты, навыки, забрать с собой бесплатно это изделие. Мастера, демонстрируя свои умения, наглядно показывают богатство и самобытность ингушской культуры, подчеркивая ее непрерывную связь с историей и традициями. Это праздник не только ремесла, но и истории. Праздник Ингушетии. Край мастеров будет принимать гостей 2 дня. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Султан Мугушков, Магас, 24.